Сегодня 27 мая 2021 года. 20 минут 7 утра. Будь здорова. Мы в отпуске. Да, мы в отпуске. Ура! Ура! Переправиться. Дальше Нижний Бестяк, Хомут, Алтан, Нерингри и понеслась, короче говоря. И так все до славного города Евпатория. Ну вот мы заезжаем на паром. Вот наши товарищи, друзья, компаньоны. Ко мне? Не работает это так? Бросай. Что-то, короче, они поломались. Все, мы поплыли. Все, чайки улетели. Вот они! Да, они сейчас везде будут. Вон они летают. Бодренько идем, бодренько. Льдинка. Опля! Попала! Да. Опля! Так ты в них кидаешь, что ли, а не их кормишь? Вот он, Нижний Бестяк. Мы уже подходим к пристани. На пароме холодно, дубак вообще страшный стоит. 27 мая. А мы бутербродики жуем. Ну все, мы на другом берегу Лены. На правом. Переехали слева, вот речка. Сейчас поднимаемся в Бестяхус. Мы едем по трассе А360. Пока трасса хорошая, дорожка ровная. Мы едем чуть больше соточки. Нормально, не трясет, ничего. Классно все. Мы в отпуске. Короче, едем, проехали там, не знаю, больше сотни километров. И вот асфальт вот с такими промежутками из гравийки. Честно говоря, не успеваешь разогнаться. Вот только проехали, вот уже опять вдалеке стоят знаки 70-50, плохая дорога. Вот 999 километр. Асфальт закончился. Я надеюсь, что это ненадолго. Гравийка укатанная пошла. Поэтому мы так попенсионерим немножко. Временами то гуще, то жиже. В общем, все время жидкость с воды, с неба падает. Зато пыли нету, вообще красота просто. Так вот тут сейчас пылюка стояла страшенная. Время час 21. Мы все еще едем. Значит, дорога что из себя представляет? Несколько километров асфальта, несколько километров грунтов. Погода все так же пасмурно. Дождь вроде как сейчас прекратился. Но ничто не мешает ему опять. Мы приехали на Амгу. Где рыбка? Че? Плотная речка? Да. Прозрачная. Да. Амга. Я хочу кидала камушка. Кидать. Один кишон. Вот здесь можно прямо походить. Да, вот тут можешь кидать их. Вау. Вау. Ты камни-то берешь помельче, что-нибудь возьми, подальше улетит. Финский мост, Верхняя Амга. Вот
какие тут елки растут, метеостанция, судя по всему. И речка. Красота. Только вот погода подводит. Солнечный день здесь, наверное, вообще хорошо. Ух, красота. Проехали грунтовый участок дороги. После него будет свеженький асфальт. Вот красота. Погода до сих пор скверная. Короче, ехали и увидели впереди горы. Снежные. Тут капец полный. Дорога строится. Мы едем по Времянке. Времянка такая, местами вроде проехать можно, но местами вообще невозможно. Просто насыпал здесь скальника. Вот катайтесь, пожалуйста. Вот как раз видно будет. Новая строится. Вгрызаются люди в грунт. Строители. Такая вот красотища. Неописуемая. Прям вообще красиво очень. Дальше. Вот мы подъезжаем к городу Комоту, вернее мы в него уже въехали, он у нас получается слева. Сейчас будем пересекать речку Алдан. Вот справа видно железнодорожный мост. Сейчас вот мы въезжаем на автомобильный мост. Ух ты, какая церквушечка там красивая. Вот река Алдан. Тоже не маленькая, нифига речка. Такая нормальная. Ну, слушай, сейчас она даже полноводная. Вот такая вот красота вокруг. Да, хрустальные горы. Свинцовое небо. Вот так вот нас встречает Алдан. Ой, Алдан, там вот. Вот тоже красивое название. Синегорье. Сказочная прям. Сказочная. До Невера 710 километров. Ну вот, в принципе, как бы мостик интересный. Ну все, мы пошли кушать. Короче, это поселок Екакит. Это уже такой первый поселок, который с мягким климатом. Здесь красивые тополя, только они до сих пор еще, к сожалению, не позеленели. И река или ручей Екакит. Ну, скорее всего, река, но вот такая бурная речка. Хорошенькая, красивенько. Вот здесь летом красиво. И осенью тоже красиво. Сейчас еще не красиво. Сейчас такое межсезонье. Такая вот здесь дорога сразу хорошая пошла. Надеюсь, она уже до Алдана будет вот прям вот такая вся. Вот вывеска. Придорожный знак. Сейчас мы посмотрим. До Алдана остался 41, до Тынды 517 километров. А это поселок Верхний Куранах. С этой стороны лес, с этой стороны поселок. Вот Алдан. Хорошая дорога до сих пор продолжается. Уже приближаемся. Меньше 20 километров осталось. Отманул я вас, уже приехали. Алдан прямо. Невер 645. Нам туда, где Невер написано. Так, тут знак 40. Да я слышу и вижу знак. Вот такой вот Алдан. Короче говоря, тут еще нифига не лето. Но местные вроде бы нормально раздетые ходят. Такие вот домики старенькие. Так,
стороне. О, нифига, смотри, там солнце светит на одну из гор. Вообще прикольно. Одна гора в тени находится, а другая на солнечной стороне светится. Вот сам Алдан. Ну, Алдан город такой не сильно большой, очень много частного сектора. Каменные дома многоэтажные, многоквартирные, конечно, есть, но не так уж много. Кривые улочки в основном. Вот. Так, сегодня днем куда прям? Да. Сейчас в Хатыме кофе А ты не? купим. Ну. Эй, В не в Ныре, да. Так, ну вот мы выезжаем из города Алдана. Тут, короче говоря, получается крайняя его улицы. И сразу же выезд из города. Река Артусала маленькая или ручей. Да, еще лед, елки-палки, тут вообще северно прям все, северно-северно. Южная Якутия называется, ага. Ну вот и все, вот получается кафе, заправка. Да. И все, и мы выехали из города. Тут еще какое-то время надо будет ехать 60. О, велосипедисты, спортсменята. Кстати, смотрите, попадались сразу. Коневоды? Они, кстати, вышли, ага. Только как они идут? Всадники они. Всадники. Якутские всадники. Да, вот. Соблюдайте предписание дорожных знаков и вывеска Алдан перечеркнуто все. Ну вот такую картинку мы наблюдаем. Вон там такое ощущение, что впереди идет снег. Ничего тут еще не растаяло. Вот такие вот замечательные зимние пейзажи. Дивные виды на хрустальные горы. Недаром мы их издалека наблюдали, да? Обычно их практически не видно. Там на горизонте какая-нибудь зеленая полосочка или серая. А тут прям белая-белая вся. Так. Я, честно говоря, удивлен. Первый раз вот еду, что снег был. Я ездил, когда он выпадал по осени. Но это не то, что вот он еще не растаял. А здесь он реально еще не растаял. В зиму, вот реально въезжаешь в зиму. Елки, снег и горы. Нормальный такой набор. Хорошо, что мы в шорты не переоделись. Да, мы хотели в шорты уже переодеться. Ну, хорошо, хоть не снег валит. Вот приближаемся к перевалу Тит. Ой, там все в снегу прям. Но там вдалеке гора, не знаю, видно на камеру или нет. Прям белая. Вся обледеневшая. В общем, красота такая снежная. Снег, что ли? Это дождь. Не знаю, это дождь. Дорога-то сухая. В смысле, короче, это осадки. Вот такие вот сугробики. Надуло. Сугробики. Треща. Снежные навалы. Вон гора, я не знаю, опять камера, наверное, не передаст, но она белая. А, хотя вот сейчас уже можно на ней различить какие-то черные вкрапления. Но она лысая, поэтому она, наверное, и белая. Да, вот она. Ее сейчас даже не видно, она сливается прямо с небом. Белый гора. Вот, короче, вот он Тит. Прямо он выделяется на фоне темного неба. Конечно, мощно. А белую сопку, горку, которую мы видели, она чуть-чуть правее, она вот там вот деревья. Сейчас мы к ней подъедем. Вот у нас кончается асфальт, дальше пойдет гравийка. Вот, закончилась, короче говоря, хорошая дорога. Дорог закончился. Началась гравийка.
это же не молодежь. Ваши. Ты чё? Че, дальше поедем? Не знаю. Подъедем из форточки, покричим. А я что-то подумал, что это эти. Чё? Нет. Дочка, да, дочка. Дочка. Пан на тите, на титу. Ты, так ты. Ха-ха-ха. Не заставляют себя фотографировать. А мы не выйдем. Потом мы снимем. Мы не надо. выйдем. Тут зима, тут не май. Вообще жестко. Поэтому мы сразу сказали, Мы уже с что печкой фигачим. мы уже здесь столько раз фоткались, что нам и не надо. Да. Они-то нет, я тоже. Я даже в этом году уже вот. Запечатли его на видео. Чего говоришь? Но мы тебя запечатляем. Все, все? На титу. Холодно? Да. Ну, мы поехали тогда. Мы потихонечку. Догоните? Мы потихонечку. Поехали за кофе. В Хатыми, да, кофе? Потому, Ага. Аккуратно. Там, вот, блин, тающий снег. Кусок снега всегда остается. Да. В общем, вот такая вот лабудень. Ну как лабудень? Мощная лабудень. Мощная лабудень. Нет, слова трудно подбираются, но... Конечно, не седьмое чудо света, но тем не менее посмотреть вот на такую... Когда Горку. по цвету, это видишь, это совсем по-другому. Я говорю, в контрасте. А вот именно, да, контраст. В контрасте оно даже, кстати, лучше воспринимается, потому что либо когда она вся зелено-серая, либо она вся снежная, она не так вот. А вот когда вот часть ее прям снежная такая, белая, а часть темная, ну как-то, да, восприятие меняется. Ну, туда небольшой серпантин, и туда вниз, 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 в долину, и все, там где-то асфальт, и уже Хатыми. Здесь круто, когда зелено, вот, когда все зеленое, прям такой океан, кажется. Все равно круто. А, вот мы только что проехали столбик с отметкой 500 километров. Вот как раз он находится на подъеме, если ехать в Якутск, в Титу. То есть вот для таких, как я все время забываю, на каком он километре. То есть где-то 505 500 километр, где-то вот так. Вот немножко осталось гравийки, уже пойдем по асфальту. То есть справа у нас такая природа, слева вот такая природа. Какой-то заводик, наверное, нефтеперерабатывающий. В общем, все вершины, все снежная шапка. Как бы лето сюда еще не пришло. Они даже, по-моему, до подошвы в снегу. Да. Тоже места красивые, но пока зелени нету, она не сильно. Вот когда летом-то здесь тоже видите, какие обалденные захватывающие дух открываются. Вот мы подъезжаем. Чего домой? Там светится, не видно с деревьев, как назло. Чульман, моя родина. Но не сам Чульман, это да, месторождение. Мостик. И мы налево уходим на Нюрку. Река Чульман. Вот его только видно издалека, как он светится. А так получится, что мы его не увидим. В темноте. Кстати, тут сейчас магазины будут, по-моему. Кафешка какой-нибудь лучше. Нам поставили, да? Делали. Был. Приехали в Нерингри, уже темно, пока искали квартиру, постояли, поговорили, нашли. Ну, будем ночевать в Нерингри. А завтра двинемся уже дальше, потому что время, в принципе, есть еще ехать до Тынды, но мы уже уставшие, поэтому все-таки решили переночевать в Нюрке, а дальше уже со свежими силами ехать. Там, в принципе, уже более
более короткие расстояния до Невера. Но дальше до Читы там, ну, будем порешать, как говорится. Посмотрим, что завтрашний день даст новые возможности и новые планы построиться. Пока что как-то так. Вот въехали в Нерюнгри, а тут такая вот беда. Фу, ну нет, как-то странно. А, вода течет. Может, это у них горячее отопление